По поручению Минстроя Республики Коми глава Сосногорского района Ильдар Махмутов совместно с главным архитектором региона Еленой Качановой приняли участие в первом международном форуме «Север-Юг. Комфортная среда», который прошел в Ханты-Мансийске. Поводом для поездки послужила победа в федеральной программе по улучшению качества городской среды в категории «Малые города», благодаря которой Сосногорск получит 92 миллиона рублей на строительство новой современной городской территории в железнодорожной части города. Рассматривали различные проекты, то есть показывали различные практики, инициативные группы, муниципальные группы с муниципальных образований, демонстрировали свои практики, что они там наработали, что сделали, за что получили гранты. Главная цель посещения форума – новые знания и улучшение подходов к управлению на основе приоритетов развития города. В течение 3 дней на конгрессно-выставочном мероприятии проходили дискуссии и стратегические сессии. Эксперты совместно с участниками обсуждали, как должны выглядеть современные города. Ильдар Зульфарович отметил, что от многих прозвучало мнение о важности привлечения к реализуемым проектам местного населения. Для достижения высокого уровня городской среды следует активнее использовать вот эти все инструменты, которые связаны с системностью, инновационностью, ну и, конечно же, с вовлечением жителей. Вот такая система активного взаимодействия, она может стать неким таким индикатором для каждой управленческой команды, насколько мы выбрали грамотный путь движения в рамках развития своей территории. Изучаем мнение, собираем мнение, что бы вы хотели здесь видеть, что бы вы хотели, чтобы здесь было, потому что конкретно, которые люди здесь живут на этой территории, допустим, района, им лучше понимать, что здесь должно быть, нежели там где-то со стороны придут и скажут, вот здесь надо сделать то-то. Поэтому нужно учитывать вот эти мнения, нужно собирать предложения. Полученные знания планируется применять на практике уже в ближайшее время. Также глава настроен на серьезную работу по увеличению индекса качества городской среды нашего районного центра, который складывается из 36 различных показателей, влияющих на комфорт жителей. На сегодняшний день вот именно в Сосногорске индекс качества он 180 составляет, да, баллов. Вот есть максимальный, это 360, но ни у кого такого нет, но максимальный где-то вот 280, там 288. Есть города в России, как там Ханты-Мансийск, там некоторые другие города, которые вот к этому, как говорится, приближены, имеют индекс такой качества. Вот, поэтому максимально, как говорится, не отработать, не сделать, но стремиться нужно. Также на форуме обсуждали и привлечение бизнеса к активному участию в благоустройстве и улучшении качества жизни горожан. Посильный вклад каждого поможет достичь поставленных целей гораздо быстрее, ведь поле для деятельности очень большое, и Сосногорску есть к чему стремиться и куда расти. Сосновка, взять микрорайоны, взять ЖД-часть, то есть в каждой части эти территории есть. И они, как вот здесь вот возьмем эту территорию, которую будем обустраивать, то есть они все заросли, да, их нужно приводить в порядок. Впереди огромная работа, и первым очень значимым шагом в достижении поставленных целей будет преображение участка между домами по улицам Горького, Комсомольская и Гоголя. На сегодняшний день она в таком, как говорится, состоянии хаоса, да, здесь такой бардак, что-то вот раньше было, тут какая-то детская площадка, тут развалина, тут все такое. То есть это все будет обустроено, и здесь на следующий год начнутся работы. Напомним, на данный проект выделено 92 миллиона рублей. Такую значимую сумму на благоустройство Сосногорск получит впервые. Сейчас занимаемся проектом, да, проектированием территории. То есть выбираем подрядчика, который будет проектировать эту территорию с учетом наших предложений и пожеланий. Опять же, вот эти предложения и пожелания мы в скором времени будем собирать у наших жителей.
Вот это первый этап. Нужно нам подготовить хороший, серьезный, красивый проект. На выполнение работ, согласно проекту, должны закупаться качественные и дорогие материалы, которые прослужат долгие годы. Это и гранит, и мрамор будут использоваться, вот, и другие материалы. Вот, потому что, допустим, то, что плиточки, допустим, они недолговечные. Далее пройдет процедура по поиску подрядной организации. К этому вопросу администрация подойдет так же серьезно, как и к выбору материалов. Это должна быть именно хорошая организация, мощная организация, которая способна выполнять такие работы. Вот, и не просто которые там так работают в малых городах, кустарно там что-то чем-то занимаются, такие маленькие объемы. Но это именно большая организация, которая может сделать это красиво, качественно. И, конечно, самым главным моментом при выполнении работ будет контроль. По мнению главы, этим должны заниматься не только сами контролирующие органы, но и в первую очередь представители общественности. Мы придем к тому, что будем сейчас обращаться постоянно по этой теме и к общественным организациям, опять же, предприятия, учреждения, организации, к молодежи. Активное взаимодействие администрации с населением и молодежью по реализации всевозможных проектов на сегодня является одной из главных целей, ведь только сами жители знают, чего им не хватает и что бы они хотели видеть на улицах города. Особую ставку глава делает на молодежь района. Прежде всего, мы у них должны спросить, у молодых людей, да, потому что им дальше жить в этом городе, работать, потому что закончат школу, закончат учебные заведения, и они приедут сюда, и они каким бы хотели видеть город, и каким бы хотели видеть вот эти вот все территории, свободные общественные территории, что бы хотели видеть на них. Вот, поэтому мы должны слушать их мнение, слышать их мнение, привлекать их тоже к элементам, да, проектирования. Вот, и таким образом им самим будет интересно, и когда они сами будут участвовать в этих проектах, когда они сами какую-то несут свою лепту, соответственно, ему будет желание потом вернуться сюда, в этот город, и жить в этом городе, потому что он будет, или он, или она там будут чувствовать и понимать, что он вложил частицу, как говорится, своего мастерства там, или ума для того, чтобы сделать город более красивым. Вот. И, соответственно, таким образом мы также можем, опять же, привлечь наших молодых людей, не уезжать, оставаться здесь и дальше творить здесь чудеса и сделать так, чтобы город был красивым, комфортным, благоустроенным, приятным для проживания. Территория между улицами Горького, Комсомольская и Гоголя лишь начало большого и долгого пути. Администрация муниципалитета активно принимает участие в других конкурсных проектах, грантах как федерального, так и республиканского уровня. Наша с вами поддержка и участие – это главная мотивация и индикатор верного направления вперед к комфортному и современному городу будущего. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске продолжают облагораживать территории в рамках проекта формирования комфортной городской среды, который реализуется в городе с 2018 года. Оценить работы, выполненные в этом году, вышли члены общественного совета совместно с представителем ЖКХ. Выполнен ремонт дворовых проездов Маяковского 9-11 и Орджоникидзе 6А-6Б. Выполнены также работы по общественным территориям. Это территория в районе дома 7, 6-го микрорайона, а также тротуар от микрорайона до промышленной части города. Стоит отметить, что для участия в проекте активно привлекаются жители города. Путем голосования они выбирают территорию для будущего благоустройства. Члены общественного совета отметили важность заинтересованности местного населения. Инициатива, которая была проявлена жителями, она полностью окупилась. То есть в городе стало приятно, просто натурально приятно.
И я думаю, что чем больше инициативных людей в нашем городе будет, тем он будет красивее. Просто так красота не появляется. Благоустройство придомовых территорий также не проходит без участия жильцов дома. На общем собрании совместно с представителями ЖКХ они обсуждают план работ и разрабатывают будущий проект. У нас в городе очень много дома, где вот эта территория надо благоустраивать. Но вы поймите одно, что это не только ЖКХ может сделать, не только попасть в программу. Вы должны проявить свою инициативу. И тогда ваш двор будет хороший, чистый и такой же ухоженный. Асфальт будет хороший, я не знаю, ограждение, цветы. Понимаете, нельзя просто сидеть. Надо что-то делать. В следующем году по программе ФКГС начнутся работы по обустройству еще 2 городских пространств. Семейный парк Югыдлун и Аллея Славы рядом со Сквером Победы. Эти объекты набрали наибольшее количество откликов на голосование. Также в связи с началом учебного года члены общественного совета обратили внимание на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Каждый из них оборудован ограждениями перильного типа, которые обеспечивают безопасный переход и ограничивают возможность пересекать проезжую часть в неположенном месте. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. На прошедших выходных завершился летний республиканский фестиваль ГТО в зачет Коми республиканских спартакиад в 2023 году, который провели на спортивных площадках города. 15 муниципалитетов состязались в плавании, зальных видах испытаний и беге на длинные и короткие дистанции. Организаторы соревнований выбрали именно Сосногорск, потому что здесь созданы хорошие условия для проведения спортивных соревнований. Здесь и бассейн, метеор со всеми условиями, рядом беговая дорожка на стадионе «Локомотив». То есть, все, как говорится, в шаговой доступности. И все спортсмены смогут здесь выполнить, пройти соревнования и выполнить нормативы. Ильдар Махмутов пожелал спортсменам удачи и выразил большую надежду на победу сосногорской команды, которая в прошлом году заняла 4-е место. Поучаствовать в соревнованиях приехала и сборная Республики Коми. Она поедет представлять наш регион уже на Всероссийский фестиваль ГТО, который пройдет в Республике Крым в Международном детском центре «Артек». Как отметил главный судья и руководитель регионального оператора Республиканского центра тестирования ГТО Александр Апарин, у ребят была серьезная подготовка. Эти ребята готовились у нас, грубо говоря, все лето. С ними проводилась методическая тренировочная работа. Поэтому они все здесь. Для них это будут как контрольно-нормативные срезы. Мы им пожелаем удачи и зарядим на победу. Стоит отметить, что участие в мероприятии приняли спортсмены абсолютно разных возрастов. Евдокии Мартыновской 69 лет. Спортсменка ведет активный образ жизни, занимается дыхательной гимнастикой, стретчингом и колонетикой. Первый раз я приняла участие, когда мне было 57 лет. Были соревнования «Спорт поколений» в Ярославле по Северной железной дороге. Я там заняла 3-е место по фитнес-аэробике. А вообще я спортом занимаюсь, сейчас скажу, 37 лет. Это не профессионально, это на любительском уровне. Команды ждал строгий судейский состав. Один из арбитров, Руслан Валиулин, приехал в наш город преподавать греко-римскую борьбу. Он сам также сдает нормативы и является обладателем золотого значка ГТО. Руслан Рафаэльевич считает, что принимать участие в таких соревнованиях должен каждый. Своих ребят готовим, спортсменов, чтобы они подтягивались, отжимались и пресс качали, чтобы были подготовлены к таким испытаниям. По итогам фестиваля Сосногорский район показал отличные результаты и занял 1-е место среди муниципальных образований в возрасте от 18 до 39 лет и 2-е место в спартакиаде «Старшее поколение». Призовые места в личном зачете заняли Ковалев Павел, Рочева Светлана, Мартыновская Евдокия и Назаренко Олег. Напоминаем, что мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» с целью популяризации активного образа жизни и привлечения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.
военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.